В начале 19 века Кыргызстан находится под гнетом Каканского ханства. Кыргызы севера почувствовали всю тяжесть каканского правления. В 1831 году одно из первых успешных восстаний против Каканского ханства организовали братья Тайлак и Атантай, баатыры из племени Саяк. Это было ответом на разорительный поход каканцев через территорию севера, когда иссыкульцы отказались признавать их власть. Изначально братья воевали против цинско-маньчжурских войск в окрестностях Кашгара. Они славились своей силой. Как-то 26-летний Тайлак со своим малым отрядом расправился с отрядом китайских войск в 400 человек. В 1831 году каканцы отправили 7000 воинов и взяли их в плен. Сбежав из плена, они осадили крепость Куртка, разрушили ее, освободили людей из темниц, раздали награбленный скот и отменили налоги. Из Хаканда послали 500 лучших воинов во главе с Баатыром Арапом, чтобы проучить выскочек. Однако на Джайлоу-Бычан, в Нарыне, воины Тайлака победили, убив 400 воинов, а потом, настигнув оставшуюся сотню, Тайлак в поединке проткнул копьем Арапа. С тех пор это место в Нарыне называется перевал Арап-Ашу. В 1838 году каканцы отправляют лазутчика в лагерь Тайлака. Он отравляет Баатыра. Тайлаку было 42 года, когда он умер. К 1842 году происходит очень много стычек и конфликтов, в результате которых кыргызские и кыпчакские главы племен убивают хана Мадали и ставят своего ставленника Шерале, который 35 лет был обычным пастухом у своего дяди Аджибек Датки, который был главой племени Кушчу в Таласе. Его главным советником, первым тысячником из кыргызов, становится Нузуп-Бий, родившийся в Аксе. Он был очень мудрым политиком, и власть Шералы держалась, пока рядом был Нузуп-Бий. На стену перед входом в ханские покои Нузуп поставил грязные ботинки, чокои, чтобы тот помнил, что сам был простым пастухом и не зазнавался, заботился о простом народе. Однако придворные во главе с кыпчакским феодалом Мусулманкулом нашептали ему, что таким образом Нузуп просто издевается над ним. Злой не на шутку Шералы приказывает казнить Нузуппия. Его убивают после прочтения молитвы. С тех пор Шералы теряет власть, которая переходит в руки к Мусулманкулу. В 1845 году кыргызские феодалы убивают Шералы, назначают своего хана, которого убивает уже Мусулманкул через 11 дней. Следующим ханом ставят Кудаяра, 13-летнего сына Шералы. Фактически Мусулманкул возвращает себе власть. Марионетка Кудаяр вырастает в очень сильного хана и в 1852 году возвращает себе власть, убивает Мусулманкула и приказывает истребить кыпчаков. Те, кто успел спастись, спрятались среди кыргызов и в дальнейшем образовали племя кыпчаков в составе южных кыргызов. На время власть в Каканде перешла к советникам Кудаяр-хана. Однако позже изнуренные постоянными политическими противостояниями кыргызы и кыпчаки поддержали другого претендента на престол – Малабека. Кудаяр бежал в Бухару, а на некоторое время ханским главным визирем, премьер-министром стал Алымбек Датка, правитель Алая. Начиная со времен Чингисхана, кыргызы пережили несколько переселений, дроблений, ассимиляции с монгольскими племенами. Этому способствовали и его потомки, и в последующем Джунгарское ханство. С падением Джунгарского ханства падает и привычный тысячелетний устой, когда только кочевники управляют землями Центральной Азии и Сибири. Кыргызы переселялись с севера на юг при джунгарах, потом часть переселялась обратно при каканцах. Таким образом, каканцы тоже сыграли свою определенную роль в становлении кыргызского народа.